Здравствуйте, меня зовут Деминов Сергей Иванович, я являюсь руководителем школьного технопарка, педагогом дополнительного образования, а также учителем технологий МОЛ ИТЛ номер 24. Тема моего сегодняшнего доклада – наука в школе, как и зачем. В своей работе я очень эффективно применяю метод проектной деятельности. Здесь вы видите мониторинг эффективности применения данного метода. За последние 3 года нами проведено 12 мероприятий. 12 раз мы обобщали опыт, сделали 45 публикаций, провели 3 мастер-класса, а на международной арене выступали более 30 раз. И все эти выступления были очень успешны. Данную работу мы проводим совместно с Малой академией наук Республики Саха-Якутия. В общей сложности достижение учащихся приближается к цифре 200 за последние только 3 года. А в целом, если брать все этапы моей работы за последние 8 лет, данных достижений было больше 400. Здесь вы видите примеры конференций и конкурсов, в которых мы участвуем. Вот Всероссийский форум «Шаг в будущее» в Москве. Ежегодно мы проходим на всероссийский этап, приезжаем в Москву и эффективно, успешно участвуем в данном конкурсе. Будущие интеллектуальные лидеры России. Конференция проводилась в Ярославле. Мы тоже там занимали призовые места, очень успешно выступали. Национальная выставка «Милан, Италия». Это международные программы, которые проводятся под эгидой Малой академии наук и Целевого фонда будущих поколений Республики Саха-Якутия. Я считаю, что данная программа очень важна, так как дети могут помимо своих практических навыков и демонстрации своих проектов также потренировать знания иностранных языков. Летний лагерь образовательной робототехники в Праге, Чехия, где мы занимались с местными ребятишками, готовили их к соревнованиям и знакомились с особенностями местной робототехники. Также среди достижений учащихся у нас есть несколько запатентованных технологий, среди которых разработанная нами комнатная антенна на основе сигнала ДВБ-Т2, наушники костной проводимости звука, которые мы запатентовали совместно с Северо-Восточным федеральным университетом. Также есть свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ. Это программная платформа дистанционного взаимодействия, которая у нас также используется в лицее в качестве аналога видеоконференц-связи и многие другие патенты. Все это мы делаем для того, чтобы наши дети, выпускники из Республики Саха-Якутия, из города Нерюнгри, были конкурентоспособны при поступлении в ведущие вузы страны. Здесь я привожу несколько примеров, таких как Институт радиоэлектроники и информационных технологий. Дигалевич Дмитрий у нас поступил на бюджет благодаря проектной деятельности. Военмех. У нас там учится Сисько Илья, который также получил целевое место в данном университете. МГТУ имени Баумана, который зачел дополнительные баллы за олимпиаду и проектную деятельность, и там сейчас заканчивает университет Гуреев Никита. Получается, Северо-Восточный федеральный университет, который при высоких баллах ЕГЭ и дополнительных достижениях в проектно-исследовательской деятельности Олимпиадах назначают высокие стипендии для своих студентов. НИТУ МИСИС, Университет науки и технологий, куда в этом году поступил Вадим Быков. Университеты ТМО, где учится Еремин Денис и Куницын Кирилл. Закончили также несколько наших выпускников. РУДН, Российский университет дружбы народов. Благодаря международным программам Малой академии наук данный университет закончила Реченко Полина. Санкт-Петербургский государственный университет имени Петра Великого. Там сейчас учится выдающийся наш ученик Зеленский Даниил, который поступил там при помощи целевой программы, выиграв конкурс ИТМО, выиграв конкурс
Моя профессия IT. Также среди достижений учащихся стоит отметить второе место в финале национального чемпионата «Молодые профессионалы WorldSkills» в категории беспилотные летательные аппараты, очень актуальная на данный момент категория. Здесь же на слайде вы видите команду 14 бит, победитель республиканского конкурса «Моя профессия IT». Вот как раз Зеленский Данил при поддержке данного конкурса получил целевое место и отправился учиться в Санкт-Петербург. Здесь Еремин Денис, победитель целевого конкурса ИТМО Старс. Университет ИТМО даже не интересовали баллы, на которые Денис сдал ЕГЭ. То есть как бы он поступил чисто по своему проекту и сейчас там успешно учится. Роман Богданов выиграл золотую медаль на Азиатско-Тихоокеанской конференции молодых ученых в Непале, в Катманду. Сейчас учится в СВФУ и продолжает наши традиции, преподает в ИТЛ номер 24, работает вместе со мной и, соответственно, продолжает хорошую традицию педагогов, которых мы сами выращиваем. Здесь вы видите анализ поступления в СПО и ВПО. Так как мы продвигаем больше техническую направленность, поэтому 70% наших выпускников поступает в вузы технической направленности. Все это делается при поддержке школьного технопарка. Для этого, конечно же, нужна современная материально-техническая база, без которой все это было бы невозможно. Так, к примеру, у нас развернута 3D-лаборатория. Вы видите перечень оборудования, которое там стоит. Сейчас эта лаборатория полностью модернизируется и обновляется. Мы участвуем в том числе и в гранте для ее обновления. Хай-тек цех, станочное оборудование, фрезерная резка с ЧПУ, токарный станок с ЧПУ, лазерная резка с ЧПУ, таких станков у нас 5. Современное компьютерное оборудование для обеспечения работы этих станков, для работы редакторов и все остальное. Все это представлено в данном цехе. Лаборатория робототехники, наше основное направление, которое мы развиваем уже на протяжении 9 лет. С нее мы начинали, и, конечно же, здесь самая крупная материально-техническая база, которую мы постоянно используем при написании и создании своих технических проектов. Компьютерный класс. Совсем недавно, буквально летом, при поддержке целевого фонда будущих поколений мы выиграли грантовый конкурс Инносфера 2023 и получили 1 000 000 рублей, который потратили на закупку современного компьютерного оборудования и создание IT-класса для того, чтобы мы могли готовить будущих айтишников. Спасибо большое за внимание. У меня на этом все. Благодарю. Надеюсь, что мой доклад был для вас очень интересным.